Участники вокального конкурса «Ажарма» выступят на большой сцене. Концерт состоится 23 и 24 июня в Осетинском театре. Артисты исполнят уже полюбившиеся всей республике песни и порадуют новинками. А пока давайте вспомним, как проект «Ажарма» начинался, через что участникам пришлось пройти. Песни, которые покорили сердца жителей республики, артисты, чей талант и харизма приковали зрителей к экранам телевизоров на 2 месяца. Они наблюдали, слушали, выбирали и голосовали за золотой голос Осетии. Сотни заявок на участие, всего 3 дня отборочного тура и полная свобода выбора. Ребята могли исполнить песни разных жанров, стилей на любом языке. В итоге жюри выбрали 34 сильнейших вокалиста республики. А дальше репетиции, выступления и тернистая дорога в финал. Десятки песен и ярких номеров, сценические образы и театральные постановки. Участники по-настоящему удивляли, а судьи оценивали креативность подачи и технику исполнения. В финале определились 2 победителя. Главный приз 100 тысяч рублей получила Влада Гугичаева, а приз зрительских симпатий достался Любе Джоевой. Для большинства участников первый музыкальный телевизионный конкурс в Осетии стал новым импульсом для развития. Помог придать уверенности и силы и доказал, музыка действительно их призвание. Ажарма стал отправной точкой к большой цели стать всероссийским исполнителем, а для некоторых открылись новые возможности. После конкурса мне захотелось что-то новое для себя пробовать, какие-то новые стили. Мне это стало интересно. Мы это сделали, были сложности, особенно у Георгия, с кем я пела в дуэте. Одной куда легче, ты переживаешь только за себя и только за то, что ты сама забудешь слова или там сфальшивишь, может быть. А тут в дуэте ты переживаешь не только за себя. С каждым выступлением участники все больше удивляли жюри. Новая трактовка старых песен поражала. Номера становились ярче, голоса чище, отмечали судьи. А выбор все сложнее. Тяжелый выбор, потому что каждый из вас в своем амплуа просто шикарен. Технически все равноценно. Звучали оба отлично. Сердце за душевное исполнение, голова за вокальную технику. Но я за сердце. And the winner of this battle is Любовь Джоева. Проект создал громкую волну в республике. Сотни комментариев в соцсетях. Известные артисты Осетии без преувеличения говорят, все участники вошли в историю осетинской культуры. Кстати, за время конкурса у многих раскрылись и другие таланты. Кто-то нашел себя на телевидении в роли журналиста и ведущего, а кто-то и вовсе запел на осетинском впервые. Отдельный респект тебе, Георгий, за то, что ты, не владея осетинским языком, так круто спел по-осетински. Браво тебе, молодец. А еще конкурс ребятам помог не просто раскрыть талант, обнародовать его, но и обзавестись новыми друзьями. Говорят, особенно сплотила работа в дуэте. Мне безумно нравится моя пара, это Света Кусова, честно говоря. Мы же не знали, что нас по парам разобьют, и, естественно, и предположить не могли. Но когда стали уже говорить, называть имена, я думаю, или Света, или я еще думала, кого-то я хотела, один парень. Кого ты хотела? А я думала, Георгий Табоев.
Первый музыкальный телевизионный конкурс завершился, а участники продолжают покорять подмостки республиканских сцен. Их приглашают на праздничные мероприятия. Сейчас ребята готовятся к живому концерту в Осетинском театре. Он пройдет 23 и 24 июня. Готовятся вокалисты активно. Они постараются снова создать атмосферу, которая царила на конкурсе «Ажарма». На сцене прозвучат уже полюбившиеся зрителям песни, театральные постановки и танцы. Гости вечера – участники проекта «Фандырма» и другие известные артисты республики. Карина Гигалаева, новости Осетии.